В 10 муниципалитетах Коми прошли дополнительные выборы в Советы. Депутатов выбирали в Воркуте, Инте, Ухте, Печоре, Состогорске, Ижемском, Книжпогосском, Усть-Куломском, Прилузском и Усть-Вымском районах. Кандидатов выдвигали 5 политических партий, были и самовыдвиженцы. На всех участках работали наблюдатели. Нарушений не зафиксировали. Как распределились голоса и какой теперь политический ландшафт в городах и районах Коми? В материале Ольги Коняевой. Активно проголосовали избиратели на участке номер 504, где явка достигла 65%. От высокой степени борьбы до почти полного безразличия. Таков интерес избирателей к прошедшим местным выборам. В южных сельских районах активность жителей куда выше, чем в северных городах. Это зависит и от обстановки на местах, и говорит об активности кандидатов. Выборы проводились в связи с выбытием ранее избранных кандидатов. В целом избирательная кампания прошла спокойно. Всего замещалось 24 мандата. По итогам утра сегодняшнего дня 23 мандата оказались замещены. Один мандат пока не замещен, поскольку в муниципальном образовании городского округа Инта 2 кандидата получили больше по сравнению с остальными, но равное между собой число голосов избирателей. В течение 3 дней будет проведена жеребьевка, которую мы обычно проводим в таких случаях, и будет определен избранный кандидат. Из 24 депутатских мест половину взяла «Единая Россия». На втором месте самовыдвиженцы. У ЛДПР 3 мандата, 2 у КПРФ, 1 у «Зеленой альтернативы». Эта партия в Коми пока не так активно участвует в выборах. В этот раз был выдвинут один кандидат, который и прошел успешно в депутатский корпус Ижемского района. Также, чтобы обратил внимание на такие вещи очень интересные. В Ухте и в Жешуте уход от политической составляющей. В Ухте и в Жешуте самовыдвиженцы. Сигнал местным отделением, то есть сигнал региональным отделением, да, что самовыдвиженцы обыгрывают наши политические партии, которые более организованы, у которых более серьезный ресурс. Зато в Нижнем Одессе теперь политическое многообразие. Выиграли кандидаты разных партий – «Единой России», ЛДПР и КПРФ. «Справедливая Россия» может получить мандат в результате жеребьевки в Инте. За частотой избирательного процесса на всех участках следили наблюдатели, большинство от Общественной палаты Коми. Уровень общественных наблюдателей во всех районах не просто одинаковый, а именно одинаково высокий. Это очень важно, и огромный вклад именно в это сделала Общественная палата Республики Коми. Действительно, в прошлом году проведены десятки мероприятий, несколько тысяч наблюдателей подготовлены одинаково хорошо. Максимальную активность наблюдателей от общественности, партий и самих кандидатов зафиксировали в Ухте, где выборы проходили по 2 одномандатным округам. Всего 13 кандидатов, из них 5 самовыдвиженцы. Однако сами ухтинцы не так инициативны. На 4 избирательных участках проголосовали 993 человека. Явка составила чуть более 14%. По одномандатному избирательному округу номер 2 наибольшее число голосов получил кандидат Печерин Владимир Николаевич, самовыдвиженец. Явка составила по второму округу 7,6%. По одномандатному избирательному округу номер 10 наибольшее число голосов избирателей набрал Кулиш Александр Васильевич. Общественники отмечают уровень образованности и статуса выбранных в депутаты. Есть управленцы, предприниматели и люди пенсионного возраста, у которых, видимо, появилось время реализовать потенциал к политической работе. Из 24 победителей 19 с высшим образованием. Ольга Коняева, Виктория Науменко, Олег Юшков, телеканал Юрган.